Здравствуйте, друзья! Вас приветствует Центр детского чтения Национальной библиотеки имени Ахмед Заки Валиди Республики Башкортостан. Ежегодно, первое воскресенье августа в нашей республике празднуется День пчеловода Республики Башкортостан. Пчеловодство в нашем крае имеет глубокие исторические корни, тысячелетний опыт и богатые традиции. Башкирский мед с давних времен по праву считается визитной карточкой республики, а башкирская пчела – ее гордостью. В зале башкирской литературы и краеведения центра можно найти множество книг по истории пчеловодства, о пчеловодстве, о меде, о пчелах. Эти книги вы видите на столе просмотра. Мед является и признан одним из 7 чудес Башкортостана. Об этом вы можете прочитать в книге «7 чудес Башкортостана». Для самых маленьких же наших читателей Надежда Шмидт написала интересную книгу про путешествие пчелки Назгуль и ее друзей. Книга издана на 2 языках – на башкирском и русском. И красочно очень оформлена. Самая любимая сказка нашего детства – это «Медведь и пчелы». Книга также на 2 языках – на башкирском и русском. В 2012 году издана книга «Башкирский мед. Просто о вкусном». Здесь, кроме советов по пчеловодству, можно найти рецепты изготовления медовой косметики, рецепты изысканных блюд на основе меда и также интересные факты о меде. Один из интересных фактов я хочу вам прочитать. В 2001 году башкирский мед поставлялся в Звездный городок и включался в ежедневный рацион питания во время предполетной подготовки членов орбитальной станции «Мир». Для питания космонавтов и астронавтов на орбите башкирский мед фасовался по 120 грамм в специальной упаковке. В этой же книге я прочитала сказку «Аромат лета», которую хочу и вам прочитать. Давным-давно на земле Башкир жил охотник. Жена его умерла, оставив ему дочь. Девочка росла очень любознательной и трудолюбивой. Отец души в ней не чаял. Девочка любила играть на поляне в лесу. Там росли цветы редкой красоты, пели птицы, порхали бабочки и стрекозы. Отец часто уходил на охоту, а дочь терпеливо ждала его и всегда чувствовала, когда он вернется домой. Выходила навстречу. Когда отец спрашивал у дочери, как она узнает о его возвращении, она шутила, что ей об этом сообщают птицы. Охотник всегда знал, что дома ждет его тепло любящего сердца дочери, частичка его любимой жены. Это придавало ему сил в охоте, и он всегда возвращался с добычей. В один год зима в тех местах выдалась особенно холодной. Даже звери и птицы в лесу погибали от холода. Старики говорили, что в такие зимы люди начинают болеть неизлечимой болезнью – яй-алатха. В переводе с башкирского языка это означает «забывание лета». Многие люди в эту зиму умирали от этой болезни. Как-то раз, когда он выслеживал добычу, у охотника вдруг кольнуло сердце. Он сразу почувствовал, что что-то случилось с дочерью, и поспешил домой. Дочь впервые не встретила его у ворот, она лежала в постели
Ее всегда веселые глаза угасли, румяные щеки стали серыми, а губы синими, как иней на стекле. Охотник понял, что и его дочери коснулось ледяное дыхание зимы. Он знал, ничто не может противостоять этой болезни. Отец поил девочку настоями лекарственных трав, готовил самую вкусную еду, но ничего не помогало, дочь угасала. Однажды утром она рассказала отцу свой сон. Девочке приснилось, что к ней пришла мама и повела ее на любимую полянку в лесу. Но поляна была холодной и безжизненной. Мама сказала, что дочка выздоровеет, если вспомнит эту поляну солнечной и цветущей, и что отец должен помочь ей в этом. Ему надо найти аромат лета. Отец заплакал. Как же сейчас зимой он найдет аромат лета? Он пошел в лес, но кругом лежал снег, мела метель, холод пронизывал каждую клеточку его тела. Он сел на пень, на котором летом любил наблюдать за играющей дочерью. И тут он вспомнил, что как-то раз он хотел сорвать красивый цветок для дочери, и тут его ужалила пчела, которая пила сок с цветка. Он знал, что медведи часто забираются в дупла деревьев, где живут пчелы. Так вот где он, аромат лета, подумал охотник. Он нашел дупло с пчелами и набрал меда для своей дочери. Только он принес мед домой, как дом наполнился запахом цветов и трав. Дочка почувствовала аромат лета и ожила. А выпив чаю с медом, она впервые за долгое время крепко уснула и увидела полянку в цветах. Душа ее оттаяла, и она быстро пошла на поправку. Молва о чудодейственной силе меда быстро распространилась среди людей, и мед помог спасти еще много жизней в ту страшную зиму. С тех пор башкиры стали ценить мед и пчел, которые его собирают. Спасибо за внимание.